Всем привет, меня зовут Глеб, я журналист Куку, со мной вместе Наташа, ведущая проекта «Это мы». И сегодня мы будем читать прогнозы самых разных людей, пытаться угадать, это прогноз таролога или это прогноз белорусского или, может быть, российского, а может быть, сирийского вообще эксперта. А может, американского. Американского. Будем гадалками сегодня. Да. Все готовы? После проведения Конгресса, вот увидите, среди окружения Тихановской будет вскрываться все больше людей, желающих перетянуть одеяло на себя. То есть дележка портфелей не просто продолжится, она станет еще активнее. Вот только толку от этого будет ноль. Вся эта метусня, борьба за лидерство только тормозит процессы, которые могут помочь белорусам. Мне кажется, сама Тихановская сказала. Ну, в финале это была достаточно грамотная мысль, с которой я рискну согласиться. Тормозит, как ты думаешь? Ну, все эти бульбасрачи, они без конца тормозят какие-то процессы. Мы до конца не знаем, почему мы не можем объединиться, потому что я вчера 2 часа смотрела этот безумный стрим Цыпкала, Гурбаш, Балкунца вот этой компании и не могла остановиться. Ну, серьезно, мне было интересно, это как такие шоу-подружки, сплетницы. Наверняка это сказал какой-то белорусский деятель. Мне тоже кажется, Политолог, что это какой-то такой слишком озлобленный для отстраненного, скажем, таролога какого-то из Украины, Надежды Звездовой. Ну, слишком в теме, да. Да, слишком в теме, слишком много боли в этом. Это 100% какой-то политический аналитик, я не знаю, я делаю ставку. Ну давай, кто у нас? На Балкунца, может быть. На Балкунца? Ну, да. Подожди, но Балкунец, по-твоему, признает, что все вот эти срачи тормозят процесс? Да мне кажется, важно, нет. Что признавать. Самое главное, что это окружение Тихановской будет скрывать все больше людей. Слушай, а почему это не может быть Чалый или Шрайбман, ну, например? Короче, ты голосуешь за Шрайбмана или за... Я голосую, да, за кого-то такого, либо Чалый. Чалый, мне кажется, он все время поет дифирамбы Тихановской, то есть... Так я не вижу в этом оскорбления какой-то Тихановской или штаб. Я вижу, скорее, может быть, это какую-то подколочку как раз-таки в сторону вот консерв, которые вскрываются без конца. Все, давай тогда голосовать. Я голосую, ну хорошо, давай, Чалый, пусть будет Чалый. Я голосую за Балкунца. Ну точно не Таро. Но они там все на одно лицо, на самом деле, да. Начинаем, так. Это прогноз автора канала «Черный гримуар», где кроме раскладов на судьбу любовь. Подожди, мне уже поплохело. Подожди. Блин, зря посрались только что. Это прогноз автора канала «Черный гримуар». Какого канала? Ты можешь мне сказать? Черный что? «Черный гримуар». Гримуар, ну это книга заклинаний, типа. Где кроме раскладов на судьбу львов, водолеев и других знаков... Подожди. И других знаков зодиака периодически публикуют видео о том, что ждет экономику Беларуси и ее политических лидеров. Жесть полная. Капец. Более радикальными становятся и сторонники власти, и ее противники. Увеличивается количество людей, для которых Тихановская недостаточно решительна. Если она и ее офис не хотят, чтобы про них все забыли, ей нужно хорошо подумать, что делать запросом людей на более боевую позицию лидеров. Это 100% Шрайбман, я читала коммент на зеркале. Блин, я упустила. Хорошо, то есть мне надо просто довериться тебе или поспорить. После того, что было, уже с чего мы начали. Если честно, я не удивлюсь ничему, что это какой-нибудь еще гринуар. Только серый или зеленый или красный, может быть. Слушай, мы можем избрать другую тактику. Мы можем просто везде говорить, что это сказала Ольга Карач. Я думаю, что где-то мы точно попадем. Расходимся. С нашей проницательностью. Так. Ну, короче, это Шрайбман, здесь я не сомневаюсь. Хорошо, ладно, не буду с тобой спорить. Так как Чалова я уже обидела, не будем обижать. Мы всех обидели в предыдущем конце. Это сказал политический аналитик Артем Шрайбман. Ну все. Давай, так выпьем же за это. Выпьем. Артем Шрайбман, за тебя. Опять подлить придется. Лукашенко пытается удержать свою власть. Он хочет сохранить дружбу с Путиным, надеясь, что тот будет выполнять их негласный договор о сотрудничестве. Но велика вероятность, что России Лукашенко уже не так нужен, как раньше. И шанс, что его «уйдут», в кавычках, поставить другого человека, конечно же, есть. Мне кажется, что это прям вот реально речь. Таро. Слог, да, вот какой-то... Какой-то гринуар. Едвиги-паучихи какой-то, знаешь. Откуда ты знаешь? Короче, это сказал таролог, 100%. Если вы уже догадались, если вы уже просекли, о ком идет речь, напишите, пожалуйста, в комментах. Нет, были такие мысли, конечно, о том, что у Путина якобы и команды может быть свой ставленник, и то, что они хотят заменить Лукашенко, а потом было принято решение, что все же Лукашенко самый подходящий для них кандидат, и они вроде как поэтому и оставили его на этом месте. Поэтому все-таки какой-то процент, ну давай, справедливости ради, может быть того, что это сказал какой-нибудь
политолог, а не Едвига-паучиха. Да? Так, ну ты что выбираешь? Я ты выбираю Таро Едвигу всё-таки. Паучиху. Да, это Таро, Блин. магия, расклады, приворот. Я никогда не думала, что это так сложно, реально. Я сегодня шла сюда, и я думала, я раскушу за 5 сек. Ребята, теперь вы знаете, что неважно, кого вы смотрите, аналитиков политических или гадалок Таро. Слушай, ну так интереснее будет. Давай, вердикт, я за все же политолога. Это прогноз YouTube-канала Таро Games, где можно Да найти такие ладно, ролики, как всё. Лукашенко и Путин, магический договор, Майкл Джексон, всё. что скажет Таро о его смерти и сексуальных предпочтениях. Кто такая Светлана Тихановская? Я так понимаю, у нас 2-0. Мне так нравится, что Майкл Джексон, а что скажет Таро о его смерти и сексуальных предпочтениях, кто такая Светлана Тихановская. Я просто вот пытаюсь представить себе человека, которому интересно будет посмотреть сначала про сексуальные предпочтения Майкла Джексона по Таро, потом про Тихановскую послушать. Вероятно, в ближайшем будущем силовикам в Беларуси поднимут зарплату, увеличат финансирование МВД и других силовых структур. Но так как Лукашенко сейчас занят поиском денег внутри страны, возможно, финансирование придет из-за границ РБ. Вот все было хорошо до последнего сообщения, да? Последнего, точнее, предложения, что финансирование придет, это вот прям вот реально закрыть глаза. Как поставить магический шарф, я вижу, что финансирование придет из-за границ РБ. Вот для меня это так звучит. Оно идет уже в вагонах, в чемоданах, в рюкзачках, да? Давай. Возможно, редакторы, которые делали подборку этих прогнозов, немножко завуалировали, и вот формулировкой придет финансирование из-за границ РБ, имели в виду, что придет из России, ну потому что только Россия сейчас Так финансирует это Беларусь. очевидно, это очевидно. Я в каждом прогнозе Таро вижу политические и аналитические выкладки. Серьезно, поэтому я снова голосую за политолога. Мне тоже кажется, что это эксперт какой-то, да. Эксперт. Автор высказывания Елизавета Гауссмастер Таро. Сама Елизавета описывает свою деятельность так. Тема канала довольно обширна. Активный образ жизни старшего поколения, уроки танцев, фитнеса, размышления на вопросы текущих событий, образ жизни в период ограничений, взаимоотношения. Главное всегда быть в курсе и в тонусе. Говорит, этот человек смог. Слушай, мне вообще ебать, интересно, почему они где-то между вот этой вот фигней, типа, чем заняться сегодня, или как отправить детей в школу, они гадают о судьбе Беларуси. Очень интересно, очень интересно. Я просто в шоке. Многие белорусы не осознают, что Беларусь уже втянута в войну, но совсем скоро и на территории РБ начнутся боевые действия. Две стороны, Украина и Беларусь, полностью рассорились, они окончательно оказались по разные стороны баррикад. Теперь это два врага, и лишь вопрос времени, когда украинцы начнут отвечать ракетами на ракеты, прилетающие из Беларуси. Мне кажется, что это какой-то политолог сказал. Тоже в этом вот чувствуется какая-то... Хотя вот, блядь, понимаю. Смотри, так как все, что мне кажется правильным, оказывается неправильным, вот я снова думаю, что это политолог, но я сейчас Тогда, значит, принципиально это- должна сказать, что это Таро, 100% просто. Это Таро, вот эта вот фигня, которая пытается поссорить, да, как-то белорусов и украинцев. Честно, мне очень не нравится. Поэтому мало того, что это какой-то таролог, это таролог-бот. Пригожинский таролог. Так, я, наверное, делаю ставку все же на то, что это эксперт. Мне кажется, что это вот есть в этом что-то, давай. что я слышу там примерно у всех людей, которые называются экспертами. Прогноз принадлежит автору канала «Птичка Таро». Бля! Верите ему или нет, решайте сами. Мы лишь расскажем, что в 2020-м эта птичка нагадала, что в 2021-м Тихановская вернется в Беларусь. Не работает, кажется, ее прогнозы. Ну вот, то, о чем я говорю. Ну или с Тихановской Вот, началась такая вот. история, как с Путиным. Знаете, вот эти двойники, типа один вот в Вильнюсе живет, другой же в Беларуси. Третий ездит по мероприятиям европейским, да? Да. Очень удобно. Можем лепестками здесь Мне что-нибудь кажется, надо было подготовить ладно. нам карты Таро выдать. Блин, мы реально могли бы сейчас Да, погадать. мы могли бы лучше бы. стебануться и погадать в конце. После победы украинцы, в принципе, смогут помочь Беларуси выйти из-под оккупации России, но только помочь. Ждать, что Украина провернет операцию по делу лукашизации, сама все делает за белорусов, не стоит. Мне кажется, что это точно таролог. А мне, наоборот, кажется, что это чьи-то вполне себе дельные мысли. Тебе так не Серьезно? кажется? Ну, Нет, серьезно. мне кажется, нужно быть А очень что, ты инфантильным, реально чтобы веришь, думать, что- что, блядь, украинцы сейчас придут и проведут, простите, операцию по делу лукашизации. Ну, кто-то в это верит. Не в то, что сами украинцы придут, а то, что они придут с нашими ребятами, якобы вот так вот освобождать Беларусь, как будто украинцы наивные люди, они все боевые подразделения вообще вот так жаль вот людей, отпустят которые Беларусь, реально еще и думают. к ним присоединяться. Ну, это должны быть какие-то фантастические условия, поэтому ты все же за Таро, да? Да, мне кажется, что да. Хорошо. Ну, слушай, а ты вот- давай а ты- наоборот. Я за Ты за политолога. эксперта? Я за Хорошо. эксперта. Мы за Который, Елену Головну. предположим, таким образом пытался немного спустить людей на землю. Тихо, и сказать, подожди, я еще не...
Ладно, ну все, рассказывай. Это сказал белорусский экономист Сергей Чалый. Все-таки Сергей Чалый. Не в тот раз, так в Сергей, этот. простите. Ой, Отлично. блин, как мне нивелировать этот ущерб, который я Не нанес возвращайся Сергею в Варшаву. Чалову? Просто Я поставлю лайк всё. под видео последним. В Беларуси будет светлое послевоенное Всё будущее. Лукашенко уйдет, и у мира не останется причин, чтобы и дальше душить страну санкциями и выбивать из нее репарации в счет Украины. Мне кажется, что это... Блин, я уже понимаю, что говорю. Мне кажется, ты вот чаще угадываешь. Ну давай, что, ты опять за Таро? Нет, мне кажется... А, да, кстати, я думаю, что это Таро. Вот это светлое послевоенное будущее звучит Вот совсем это такое первая фраза, да, фантастическое. она в сторону Таро. А последняя фраза все же ближе к экспертизе какой-то, мне кажется. Ну, по крайней мере, подожди, как ты этот говорил, Григориан, как его? Гримуар. Гримуар, простите, пожалуйста. Так вот, сидит этот черный гримуар и такой... репатриация, да, такие слова, вряд ли, мне кажется, они употребляют такие выражения, они говорят что-то А попроще. может, вот есть как раз такие, типа, которые хотели бы попасть в разбирающуюся аудиторию, поэтому они сами себя как бы подтягивают. И они перед гаданием такие, так, новые слова, стагнация, А может быть, акклиматизация. слушай, может быть, это такие же читатели новостей, потому что мне кажется, что если ты много-много читаешь новости об этом, сейчас я погружен как бы в эту инфосреду, это не такие уж и сложные Ну, слова. аргумент, хорошо, предположим, Но- давай, соглашусь с тобой. Блин, а может быть, это все же действительно эксперт. Только я решила Вот, согласиться. как, не, подожди, вот Но- как ты чувствуешь, как ты думаешь? Ну, я же тебе сказала, половинка на серединку, как говорится. к чему больше Начало склоняешься? очень наивное, Ну что да. прямо у Беларуси будет все прекрасно. Ребят, не будет прекрасным, и мне кажется, все это понимают. Давай за Таро. За Таро, мы за Таро, мы За голосуем Таро. за Таро. Таро. Все, они ржут. Блин, это Кто? трэш, ты не слушай меня больше никогда. Это сказал российский политик Максим Кац. Блин, просто сидим, унижаем. Мы сейчас... Мы сейчас заслужим, да, Ладно. все камни в наш огород. Это очень в стиле Каца. Давай тогда так. Сказать, что у Беларуси будет все хорошо. Война России против Украины, скорее всего, завершится через 4-6 месяцев, тогда российская армия полностью выдохнется. Украинцы очень сильно сопротивляются, поэтому все планы Путина идут, 3 точки не сбываются. Вот это что-то точно нубское Нет, такое. это точно не эксперт, мне кажется, это Таро. Ну, Да. 100%. Вот теми самыми простыми словами, то, что мы с Да. тобой говорили, репатриация и прочее, нет, они говорят вот такими словами, мне Да, кажется. да. Так что, Короче, да, мы Без голосуем времени. за Таро здесь очень быстро. Это Ну-ка. сказал главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис. жесть. Возможно, это просто плохой перевод, ребята. Блин, может быть, с нами что-то не так Или все с же? нами что-то не так. Или с ними что-то не так. Блин, Ну, трэш. Ну, что тебе сказать? Слишком далеки они от народа. Там. От них, да. В НАТО. Да, поэтому Что-то оторвались, всё. еще трудности перевода. Еще Я миру не угрожает, представляешь, Конечно. эти вот оторванные. Ожидать победы еще полгода не стоит. Война будет продолжаться как минимум до февраля 2023-го. Возможно, только спустя год после начала боевых действий Украине представится шанс выдавить армию РФ из того же Херсона и активно продвинуться по линии фронта. Поражение на поле боя никаким другим способом Путина из Украины не выдавить. Ну, ты вообще с мыслью-то согласен? Поражение на поле боя вот, Я не знаю, иным честно. способом Путина не выдавить. Я пытаюсь рассмотреть из за этим Украины. вот человека, который это все написал. Мне кажется, что это все же Таро. таролог, который очень, да, успешно маскируется под... Мгм. Мне уже сложно что-либо говорить про этих людей, потому что каждый раз и поэтому... Или политологи очень успешно Какая-то маскируются чушь. под тарологом. Да? Представляешь, потом все эти Непонятно. люди смотрят, типа, вот этот видос, да, где мы пытаемся их угадать, и такие, ну, ребята. Вот такие. Вот вы, да, ну, конечно. Мне кажется, люди ребят. после этого вообще перестанут что-то читать и смотреть, они поймут, насколько это... В общем, мы осторожно бессмысленно. говорим, что это, или у тебя другое мнение. Может Так, быть, а давай еще раз финал. сейчас. Поражение на поле боя никаким другим способом Путина из Украины не выдавить. Вот последнее это предложение. очень отдельная мысль, согласись, потому что может быть, в ее этом озвучивают как раз десятки экспертов из Так разных стран. может быть, в этом, типа, ее и опасность, что, знаешь, она такая супер распространенная. То есть редакторы специально вот так Ну, решили это нас, очевидно, да? типа, ну развести. да, Путина надо выдавить с фронта. Хорошо. Если я думаю, что это политолог, опять же, действуем наоборот, говорим, что это Таро. 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 Прогноз сделал Александр из Беларуси, который именует себя политическим Таро-обозревателем. В целом, если сравнить заголовки роликов Александра и ролики СМИ, будет сложно понять, где вас ждет Таро, где новостная сводка. Правда, пока что у Александра не так много почитателей в Ютубе, и в ролике в среднем набирают по 300-500 просмотров. Скоро будет больше. Блин, это возможно, наше первое попадание вообще. Благодаря Да? нам. Первый Александр, Таро. Да, Александр, продолжайте. спасибо из Беларуси. Спасибо. Как раз.
Когда закончится война, в России начнется переворот, начнется трансформация страны, Карфаген будет разрушен, и россияне начнут жить с чистого листа. Ну, это 100%, блин, Таро. Блин, ну вот я же хочу тебе рассказать. Я сегодня Давай. включила ролик в Ютубе на украинском канале SCTV, чтобы ты понимал. Значит, ролик 2 тарологов, мужчин таких лет 40, они на полном серьезе пытались ответить на вопрос, когда же Россия станет другой. И, значит, выпала какая-то десятка. И один такой, это, наверное, 10 лет, ну минимум 10 лет. А может быть 10 поколений, а может быть до 10-го колена. Ну то есть это может лет 10 как минимум, а может и лет 300. И вообще, он сказал еще, знаешь, такую интересную штуку, что в России сменится религия. Ну, то есть, как ты понимаешь, Мусульманами за станут. 10 лет это, в принципе, невозможно. Ну, за 300 может быть, мало ли что может произойти за 300 лет, но все это, конечно, выглядит такой, знаешь, фантастикой. Типа, ну, может 10 лет, может 300 лет. Ребят, в общем, сильно не надейтесь. Как была в Да, России религия, а у нее делайте так она и каждый, что останется. может, да? Ну, серьезно, как ты думаешь? Мне кажется, вот если типа пытаться понять, кто написал этот коммент, то, возможно, он нарочито вот типа такой абстрактный, пространный, как будто бы ни о чем, потому что в действительности он был произнесен экспертами, он тоже так вот маскируется, пытается нас одурачить. Давай-ка еще раз. Одурачить нас легко. Возможно, это какой-нибудь Юдин, политолог, сказал. Ну, ты видишь какие-то реальные основания для того, чтобы в России начался переворот? Я не знаю, я за какого-то эксперта, пусть будет этот российский социолог Юдин, да, Григорий Юдин. Не знаю, мне очень хотелось бы, конечно, в это верить, в эту фразу, но кажется, у нее все же нет никакой реальной подоплеки. Вот, поэтому либо этот человек очень хорошо фантазирует, но фантазирует так, как кому-то очень бы хотелось. Поэтому скажем, что это какой-то эксперт. Но не Кац уже, не Кац. Прогноз сделала мама блогера Антона, у которого в Ютубе больше 400 тысяч подписчиков, пока мама раскладывала карты, Антон курил айкос. Какой ужас! Какой ужас! Все, Ебануться. беру свои слова обратно. Передаем привет Всё, давай маме еще Антона. что-нибудь. Все, давай расходимся. К середине 20-х, ближе к 30-м годам мы будем жить совсем в другом мире. Лидеры, которые есть сейчас, уйдут, на их место придут новые. И ситуация в мире начнет налаживаться. Нам всем надо потерпеть еще около 2 лет, и станет легче. Главное пережить 22-й и 23-й. Ну, это 100% таролог. Ну, вот это вот все Астролог. надо потерпеть. Еще около 2 лет. Это или Лукашенко, или таролог. Реально. Только так 5-летку надо потерпеть обычно. А тут около 2 лет, да, стопудово. То есть мы отвечаем Лукашенко, Лукашенко таролог лукашист. Таролог лукашист. Мы голосуем за таролога лукашиста. Так, давай. Ну? Прогноз сделала астролог Тамара Глоба, которая в свое время вместе с мужем предсказала развал И мы СССР. попали в точку. Давай, опять тебе подливать За наше надо. Да что ж ты- блестящее поражение. Ну, мы- Сколько у нас было? 4 правильных ответа? Или меньше? Было ли у нас Может 3, может 4. Даже редакторы запутались. Были ли у нас правильные ответы? Да, то Но с есть так другой всё стороны, плохо. реально, прежде чем осуждать нас за то, что мы такие непроницательные, попробуйте сами все это сделать. Я уверен, что у вас тоже не получится. Если вы разбираетесь в картах Таро, куда лучше нас с Глебом, пишите, пожалуйста, в комментах, сколько всего вам удалось угадать. Ну а мы будем прощаться. Смотрите все видосики Куку. А вы смотрите видосы проекта Наташи «Это мы». Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, донатьте куку и берегите свою кукуху. Всем спасибо за просмотр.